Всем здравствуйте! Вашему вниманию представлен урок по математике для 6 класса, подготовленный учителем математики КГУ Первого Тимиртауского классического лицея Дружининым Константином Валерьевичем. Итак, ребята, все вы отдохнули, теперь необходимо вернуться в рабочее русло и начать работать на уроке по математике. Прежде чем изучать новую тему, давайте вспомним предыдущую. Вам предлагается ответить на следующие вопросы. Итак, первый вопрос. Что называют уравнением? Верно. Уравнением называют выражение, содержащее переменную, значение которой необходимо найти, и содержащее знак равенства. Итак, второй вопрос. Линейное уравнение это. Дайте определение этого понятия. Верно. Линейное уравнение – это уравнение вида ax плюс b равное нулю, где a и b – это числа, а x – переменная. Итак, следующий третий вопрос. Назовите стандартный вид линейного уравнения. Верно. ax плюс b равное нулю является стандартным видом линейного уравнения, где a и b – это числа, а x – это переменная. Итак, следующий вопрос, четвертый. Что называют неравенством? Правильно. Неравенство – это зависимость чисел, содержащая знаки больше, меньше, больше либо равно, либо меньше или равно. Итак, следующий пятый вопрос. Тогда, по аналогии, линейное неравенство – это… Дайте определение этого понятия. Правильно. Линейное неравенство – это неравенство вида ax плюс b больше нуля или ax плюс b меньше нуля, где a и b – это числа, а x – это переменная. И последний, шестой вопрос. На ваш взгляд, существуют ли объединения неравенств, как их называют, и можно ли их решить? Правильно, ребята. Конечно же, такие объединения неравенств существуют. Их называют системами линейных неравенств. Их мы сегодня с вами пробуем порешать. Итак, у себя в тетрадях указывайте число и тему сегодняшнего урока – системы линейных неравенств с одной переменной и их решение. Итак, целью сегодняшнего урока это научить вас решать системы линейных неравенств с одной переменной. Для себя в тетрадке необходимо записать следующие определения и примеры. Первое определение. Линейным неравенством с одной переменной называется неравенство вида ax плюс b больше нуля или ax плюс b меньше нуля. Например, 2х плюс 4 больше нуля или 3х меньше 9 – это линейные неравенства с одной переменной. Итак, следующее определение. Система линейных неравенств с одной переменной – это совокупность нескольких неравенств с одной и той же переменной. Также укажите для себя пример. Система линейных неравенств, первое неравенство. 3х плюс 27 больше нуля. И второе неравенство.
2х меньше 26. Также необходимо для себя записать, что такое решение системы неравенств. Решением системы неравенств с одной переменной называется значение переменной, при котором верно каждое из неравенств системы. Другими словами, решить систему неравенств — это означает найти все ее решения или доказать, что решений вовсе нет. Для себя также, ребят, необходимо записать алгоритм для решения системы неравенств с одной переменной. Первый шаг. Необходимо решить каждое неравенство системы. Второй шаг. Необходимо изобразить графически решение каждого неравенства на координатной прямой. Третьим шагом является нахождение пересечения решений неравенств на координатной прямой. И четвертый шаг. Необходимо записать ответ в виде числового промежутка. Ребят, исходя из данного алгоритма, что вам понадобится помимо тетрадки, ручки для работы с системами неравенств? Правильно, вам понадобятся чертежные принадлежности. Карандаш, линейка, пластик. Пример первый. Необходимо найти решение системы 2х больше 4 и второе неравенство 3х меньше 15. Решая данную систему, первым шагом необходимо найти решение каждого из неравенств. Решая первое неравенство, 2х больше 4, и левую и правую части мы делим на общий множитель 2 и получаем выражение вида x больше 2. Решая второе неравенство, 3х меньше 15, и левую и правую части сокращаем на общий множитель 3 и получаем выражение x меньше 5. На следующем втором шаге мы чертим координатную прямую и отмечаем на ней решение наших систем. То есть x больше 2 и x меньше 5. Третий шаг. Необходимо отметить общее решение и первого неравенства, и второго неравенства. Четвертый шаг. Необходимо указать промежуток, то есть общее решение в виде промежутка. И в конце мы записываем ответ в виде числового промежутка от 2 до 5, не включая эти числа, так как в нашей системе знаки были строгие. Второй пример. Необходимо найти решение системы 3х минус 1 меньше, чем х плюс 5. И второе неравенство 7х плюс 4 больше, чем 3х. В данном случае первым шагом, решая первое неравенство, все слагаемые, содержащие переменную, переносим в одну сторону, слагаемые без переменной переносим в другую сторону. Получаем 3х минус х меньше, чем 5 плюс 1. Решая данное неравенство, мы получаем 2х меньше 6.
И сокращая и левую, и правую части на общий множитель 2, мы получаем выражение x меньше 3. Решая второе неравенство данной системы, 7х плюс 4 больше, чем 3х, все выражения, содержащие переменную, переносим в одну сторону, без переменных переносим в другую сторону. Получаем выражение 7х минус 3х больше, чем минус 4. Решая данное неравенство, мы получаем, что 4х больше, чем минус 4. И сокращая и левую, и правую части на общий множитель 4, мы получаем выражение вида x больше, чем минус 1. Переходим ко второму шагу. Необходимо начертить координатную прямую, на которой отмечаем решение данных неравенств. На третьем шагу мы отмечаем общее решение и первого, и второго неравенства. На четвертом шагу отмечаем в виде числового промежутка. И в конце записываем ответ, также в виде числового промежутка, от минус 1 до 3, не включая данные числа, так как в нашей системе все знаки были строгие. Последний пример на сегодня. В качестве примера. Найдите решение системы вида. Первое неравенство. 1 минус 5х больше либо равен 12. Второе неравенство. 6х минус 18 меньше либо равно 0. Решает первое неравенство, перенося в левую часть все слагаемые, содержащие переменную, и в правую часть все слагаемые, не содержащие переменную. Получаем выражение вида. Минус 5х больше либо равен 12 минус 1. Решая данное неравенство, мы получаем минус 5х больше либо равен 11. Решая данное неравенство, мы получаем неравенство вида x меньше либо равно минус 11 пятых. Мы поменяли знак только потому, что мы делили на коэффициент при x минус 5, то есть отрицательный. Переводя минус 11 пятых в смешанную дробь и по итогу в десятичную запись, мы получаем выражение вида x меньше либо равен минус 2,2. Решая второе неравенство, все слагаемые, содержащие переменную, оставляем в левой части, а все слагаемые, не содержащие переменную, переносим в правую часть. Сокращая и левую, и правую части на общий множитель 6, мы получаем выражение вида x меньше либо равен 3. На втором шагу мы с вами чертим координатную прямую и отмечаем все решения данных неравенств. На третьем шагу находим общее решение этих неравенств и отмечаем на координатной прямой. На четвертом шагу находим данное общее решение в виде числового промежутка. И в конце записываем ответ в виде числового промежутка. От минус бесконечности до минус 2,2, включая минус 2,2, так как в нашем неравенстве был знак не строгий.
Итак, закрепим информацию о системах неравенств с одной переменной. Ребята, сейчас я вам в группу отправлю ссылку, по которой необходимо будет перейти. Переходя по этой ссылке, у вас открывается задание на системы линейных неравенств с одной переменной. Данная программа Quizlet позволяет вам запомнить все термины, которые представлены, и решение некоторых систем линейных неравенств с одной переменной. Выполнив это задание, вам предлагается записать домашнюю работу, то есть отсканировать QR-код и выполнить задание. Соответственно, отсканировав QR-код, вам выходит задание на решение систем линейных неравенств с одной переменной и выбор одного правильного ответа. То есть в виде тестового задания вам необходимо, во-первых, решить систему линейных неравенств с одной переменной, найти общее решение в отдельности каждого из неравенств и найти их общее решение. И указать наибольшее целое решение для данного вопроса. Давайте с вами подведем итог нашего с вами урока. Предлагаю это сделать на методике чемодан, мясорубка, корзина. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто считает, что вся информация, которая была сегодня, вам пригодится в дальнейшем, и вы ее заберете в чемодан. Спасибо большое, опустите руки. Теперь мясорубка. Информацию необходимо переработать. Поднимите, пожалуйста, руки. Так, спасибо большое. И корзина. То есть всю информацию, которая была на сегодняшнем уроке, вы выбросите. Спасибо большое, что среди вас нет учащихся, которые бы выбросили всю данную информацию. Спасибо большое всем за внимание. Надеюсь, данная тема была для вас интересна и полезна для дальнейшего изучения математики. До свидания.